Люди в Таджикистане готовы к бунту. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему у непривитых абитуриентов не принимают документы для поступления. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Душанбе по решению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом невакцинированных водителей общественного транспорта не допустят к работе. Также некоторые столичные вузы без сертификата вакцинации не принимают документы абитуриентов к зачислению. Недопущение непривитых водителей общественного транспорта к работе подтвердил в ГУП Душанбе Наклиот Хадамотрасон. По решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемиологических мер по предотвращению распространения COVID-19 непривитые водители не допускаются к работе. Все водители должны вакцинироваться для защиты здоровья и безопасности их самих и пассажиров, сказал Мансур Рахмон, пресс-секретарь ГУП. По его словам, в настоящее время 98% водителей и сотрудников ГУП уже получили вакцину, остальные 2% – это люди, имеющие различные заболевания. В Душанбе имеется около 5000 водителей общественного транспорта и 700 работников этой сферы. В эти дни в связи с каникулами в школах и вузах ежедневно на работу выходит 265 автобусов, 75 троллейбусов, 1100 маршруток и 2000 такси, отметил он. По словам пресс-секретаря, водителей, отказавшихся от вакцинации без уважительных причин, не допускают к работе. В случае отказа от прививки водители должны предоставить справку из поликлиники о том, что они не имеют заболевания, которое не позволяет им делать вакцину. Если они без разрешения выйдут на работу, то мы тесно сотрудничаем с управлением ГАИ города и сотрудниками ГАИ. Они выявят их, остановят и оштрафуют, сказал Мансур Рахмон. По состоянию на 4 августа в Таджикистане получили вакцину 1 013 808 человек. Из них оба компонента 80 250 человек. Но в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом решили перестраховаться и объявили обязательную вакцинацию всего взрослого населения. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе. Отметим, что правила по приему только вакцинированных студентов работают не во всех вузах. Выяснилось, что при приеме документов на поступление в Таджикский государственный институт языков имени Улугзода у абитуриентов требуют пройти вакцинацию от коронавируса, в противном случае документы не принимают. Если абитуриент вакцинирован и у него при себе имеется сертификат о вакцинации, то его документы без вопросов мы примем. Абитуриенты, не получившие вакцину в университете, пройдут медобследование. Если у них нет противопоказаний и болезней, то они прежде должны будут получить вакцину в своей поликлинике, сказали в университете. По словам источника, срок первого приема документов на поступление в данном вузе завершился 5 августа. Все пришедшие абитуриенты получили вакцину. В пресс-центре Министерства образования и науки на вопрос касательно законности требования сертификата о вакцинации от абитуриентов не ответили. Также пытались связаться с министерством несколько дней подряд, но ответа оттуда тоже нет. Было ли это решение Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, Министерства образования или самого вуза, узнать не удалось. Напомним, что с 3 июля по решению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом вакцинация от коронавируса в стране является обязательной для граждан старше 18 лет. Как вы относитесь к такому правилу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!